Зима в России стала короче. Такой новостью порадовал научный руководитель гидромедцентра страны Роман Вильфанд. Вот и сегодня в Казани плюс 17, это на 10 градусов выше нормы. Лето наступает на пятки, а зима сокращается. Татарстанские аграрии слова ученого подтвердили. Куда уходит зима, разбирался Слават Мухаммадуллин. Такое небольшое потепление, оно чувствуется. Но и этого хватает, чтобы сеять теплолюбивые подсолнухи и кукурузы и вырастить их на семена. Это крестьянско-фермерское хозяйство Ильнура Саитова. Климатические изменения на полях чувствуют. По озимым культурам, вот как я по себе заметил, да, можно немножко и попозже сеять. В принципе, ничего плохого до чисел до 20-х. Сентября можно сеять, хотя раньше рекомендовалось только до 10 сентября. Разговоры о том, что грядет глобальное потепление, в последние десятилетия слышно часто. Но, как известно, дыма без огня не бывает. Теплеет постепенно. Ну вот, например, сейчас октябрь, а на улице словно, позднее лето, да, несколько дней. Но именно из-за таких периодов и повышается средняя температура, например, за месяц. Каждый год понемногу. В итоге зимний период просто тает. За последние 10 лет сокращение именно зимнего периода составляет 23 дня, 23 календарных дня. То есть процесс идет. Мы становимся южнее. Об этом говорят и в Российском гидромедцентре. Период между температурами ниже нуля и выше сокращается в пользу плюса. В разных регионах от 5 до 10 суток, в среднем около 6-7. Да, этот период сокращается за последние четверть века. В прогнозах ученых еще плюс 2 градуса к среднестатистическим. Если говорить про нашу территорию, то, казалось бы, ничего страшного в этом нет, просто у нас будет больше тепла. Для сельского хозяйства это даже и лучше. Но судя по прошлому лету, о глобальном потеплении и нет речи, говорят татарстанцы. В начале лета всегда холодно, чем месяц. Нормальная погода, теплая, только в конце лета. Не замечала ни разу. Я как-то не обращаю на это внимания. Но статистику не обманешь. Потепление есть, но оно минимальное, и зима придет. Слават Мухаммадуллин, Вадим Илларионов, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань, Лаишевский район.